Один глаз цветок – это не весна. Но если массово люди будут меняться, будут массово начинать учиться, и они создадут, это классно, меняет общество. Вот скажите, пожалуйста, если те же самые деньги, человек появится шанс заработать здесь, наш народ будет поехать туда? Да зачем? Детей оставили, семью оставили, поехать туда. Вернешься туда, все молодые годы уходят. Жена там, ты сам там. А зачем? Дети растут сами узнавшие. Это же так же. Мы люди, которые работаем ради семьи, поэтому мы все делаем ради семьи, чтобы семья была обеспечена. Для нас это достижение. Семья для нас имеет большую ценность. Вот почему это наши люди это делают. Скажу вам очень самый простой механизм, с которым обычно рассказывают. Зарабатывали деньги. Обычно все люди пытаются зарабатывать деньги. Все люди каждый раз, когда им нужны деньги, постараются зарабатывать деньги. Они ищут способы каким-то образом зарабатывать деньги. А теперь, чем больше вы будете пытаться зарабатывать деньги, тем больше их станет вам трудно. Если хотите искать способ, как разбогатеть или справиться с деньгами, пожалуйста, уйдите из этого способа. Прекратите искать способ зарабатывать деньги. Не думайте об этом. Видите, мое мышление противоречит тому, что вам сказали. Я знаю, чему вас научили. 3 вещи вас научили. Первое, надо много работать. Согласны? Это первое, что вас научили. Надо просто трудиться. Мехнат халил? Я правильно сказал? Да? Я там здесь не очень, некоторые слова понимаю. Слово мехнат, но я не понимаю его. Так или нет? Вот. То есть, вот я точно знаю, что вас обучали. Вам сказали, вот, иди трудись. Это первое. И поэтому мы думаем, что надо трудиться. Но нам не сказали, что физически труд или умственный труд. Поэтому мы думаем, что лишь бы работа. И мы трудимся, мы очень добросовестный народ. Мы не теряем, мы очень много работаем. Второе, чему вас научили, иди зарабатывать. И поэтому мы пытаемся постоянно зарабатывать. Мы стараемся зарабатывать. Видите, если, вот кто из вас больше 5 лет уже работает, то есть вообще в жизни больше 5 лет имеет стаж работы. Неважно, кем ты работал, огороды работал, хлопок собирал, чего бы ни делал, больше 5 лет, держите руку, выше понимаете. Выше понимаете. А вот путем зарабатывания денег вам удалось решать проблему дохода? Ну, например, если следующий год не пойдете работать, доход хватает на всю жизнь. Получается, что проблема осталась нерешенной, правда? Путем зарабатывания денег не получилось решать проблему доходами. Дело в том, что зарабатывание денег это дает вам ограниченный доход. Работаешь, денег есть, не работаешь, денег нет. Кто понял? Работаешь, денег есть, не работаешь, что? Денег нет. Она не решает проблему с доходом. Это самый важный момент. Поэтому мне от него отказывают. О, теперь наши мозги в шоке. А как жить тогда? Согласны? Если вы хотите разбогатеть, перестаньте искать способ зарабатывания денег. Перестаньте об этом думать. Потому что это бесполезная дорога. Это похоже, что у вас вот этот стакан порван, вот это трещина в этот стакан. А вы каждый раз наливаете воду, через полчаса видите, что нет ничего. А вы думаете, надо снова наливать. Но это бесполезная вещь. Все равно не решается проблема. Я рекомендую вам, надо начинать нам с вами от сохранения денег. Вот она, сохранение денег. Кто из вас согласен, что сохранить деньги труднее, чем зарабатывать? Каждый раз вы себе обещаете, да? Вот эти деньги я не буду трогать. Все, хватит, я поставлю в сундуке и закрою. И долго потом их не трогали. До утра? Или иногда до первого появления какой-то проблемы. А? Это может быть неделя, это может быть месяц и так далее. Но до появления первой трудности. Так? Теперь внимание, надо нам начинать с этого. Но когда говорю, начнем сохранить денег, некоторые люди мне говорят, ну, наставник, я понял, что надо начать сохранить денег, но если у меня денег нет, что сохранить? Я опять буду говорить завтра, я научу, как сохранить.
поднимите руки, пожалуйста, у кого из вас не получается сохранить. Вроде бы зарабатываете, расходы большие, семья большая, все уходит. Выше поднимите руки, я хочу запомнить. Угу. То есть зарабатываете, потом расходуется, зарабатываете, потом расходуется. Я завтра поподробно об этом буду объяснить, как это делать при любом доходе, чтобы у вас постепенно изменилась картина. После того, когда вы научились сохранить, начните управлять деньгами. Это тоже обучают. Надо уметь управлять деньгами. Почему деньги надо уметь управлять? Управлять деньги еще сложнее, чем сохранить. Например, есть люди, которые копят 3000 долларов, копят 2000 долларов, копят 5000 долларов, и потом не знают, что с ним делать. Они лежат, и потом кто-то долг просит. Он ему отдает. Потом эти деньги, потом 2 года еще просят, что вернут. Или эти деньги, они лежат, он уже не знает, что с ними делать. Управлять не умеет. И он потом сидит, думает, ну давай купим машину. Или сидит, думает, или давай делаем ремонт. Или давай там что-то, дочку замуж отдадим. И так далее. Все наши родители так работали. Накопить делать что-то. Накопить опять купить что-то. Накопить решить какую-то проблему. И у нас в голове вот эта вещь есть. Это третья вещь, которую родители нас учили. Значит, первый, что нам сказали? Иди работай. Второй, зарабатывай. Третий, что? Накопи, купи что-нибудь. Накопи, делай что-нибудь. Для черного нет чуть-чуть откладывай. Так? По чуть-чуть накопили, что-то делали. По чуть-чуть накопили, что-то делали. То есть накопили, делали ремонт. Накопили, купили там что-то, техника или машина, или дом, или там, не знаю. Вся жизнь наши родители этим занимались. И мы рядом с ними выросли и видели, хлопок работаем, и накапливаем, и что-то покупаем. Потом опять работаем на заводе, что-то зарабатываем, и что-то опять приобретаем. Вот так и продолжалась жизнь. Поэтому эти 3 вещи нас учили. А эти 3 вещи дает нам по чуть-чуть, чтобы владеть каким-то имуществом. Повторяю, что дает нам владеть каким-то что? Имуществом. Но это не помогает нам стать богатым. Это не богатство. Я раньше так думал. Я раньше думал, что если у меня будет хороший дом, хорошая машина, хороший ковер, хорошая одежда, я как бы богатый человек. Оказалось, это далеко не так. Это не богатство. Знаете, когда вы богаты? Когда вы смогли решать проблему с доходом. Внимание! От того, что у вас появится машина, или появится ковер, или появится крутая свадьба, или красивая квартира, или жилье, или дом, проблема дохода, вопрос остается открытым. Так? Вы богаты только тогда, когда вам удастся решать проблему именно с доходом. Что вы смогли физически, то есть вы смогли трудовой доход это то, что вы работаете и получаете, заменить на пассивный доход. Повторяю, вы богаты только тогда, когда вам удалось трудовой доход заменить на пассивный доход. Что вы не работаете, а деньги работают. Не вы пойдете где-то работать, чтобы получать деньги. Вы дома сидите, лежите, чай пьете, отдыхаете, путешествуете, воспитанием детей занимаетесь, и деньги направите каждое утро. Утром пойдет работать, вечером придет домой. Кто припомнит? Сразу непонятно. Это нормально. Значит, зарплату надо 300 часов слушать. Это так. В данный момент у нас у большинства как это происходит? У нас дома деньги, которые немножко мы заработали, мы их положили под курпача или там, не знаю, куда-то, или в сундуке, они болеют, лежат, согреются. Да? Они отдыхают, жирнее становятся. А мы каждое утро уйдем на работу и вернемся домой. Да, а должно быть наоборот. Чтобы вы дома отдохнули, и каждое утро день сказали, иди на работу.
Вечером принеси еще что-нибудь. Кто понял? Классная идея, правда? Я хочу вам сказать, что богатым быть хорошо. Знаете, станет богатыми. Перед вами открываются другие возможности, другие шансы. Вы знаете, богатым быть легче, богатым быть лучше. Если вы не верите, давайте договоримся так. Вы попробуйте стать богатым, если не понравится, обратно станет бедным. У меня к вам хорошая сделка, хорошее предложение. Сначала попробуйте жить жизнь богатого человека пару лет. И я посмотрю на вас, захотите ли обратно вернуться. Потом вы реально, это точно. Это точно. А самое важное, каждый из вас заслужен лучше. Это надо понимать, ребята. Вернемся сюда. Значит так, вот здесь, вся сама секрет здесь. Самый первый шаг надо начинать с сохранения денег. Второй шаг надо научиться управлять деньгами. Что я вам говорю? Сколько процент свой доход вложите в свои мозги? 10%. Когда у вас накопится некий капитал, накопите 10% вложите в свой ум, в свое образование. 10%. Когда вы положите 10% на свое образование, особенно в начальном пути, повторяю, в начальном пути своей жизни, вам это поможет оставшие 90% грамотно управлять. И управляя это 90%, внимание обратите, вот это третий шаг. Управляя это 90%, что вы добьетесь? Вы добьетесь эффект 10x. Это что означает? Ваш доход 10-кратно растет. Кто понял? Ваш доход что? 10-кратно растет. И самое важное, когда вы сами зарабатываете, ходите на работу, какой бы вы сами умный, сами сильный специалистом не были, когда вы ходите на работу и так далее, путем зарабатывания денег, ваш доход ограничен. То есть у вас есть ограниченный доход. Ограниченный доход, это означает, что работаешь, денег есть, не работаешь, денег нет. Ты получаешь столько, сколько ты изнашиваешь здоровье, потратишь время. А когда вы начнете управлять время, у вас будет что? Растущий доход. Что будет у вас? Давайте повторим. Когда ты зарабатываешь, у тебя ограниченный доход. Когда ты управляешь деньгами, у тебя растущий доход. Давай повторим еще раз. Когда ты зарабатываешь деньги, у тебя ограниченный доход. Когда ты управляешь деньгами, у тебя растущий доход. Повторим еще раз. Когда ты зарабатываешь деньги, у тебя ограниченный доход. Когда ты управляешь деньгами, у тебя растущий доход. Повторим еще раз. Когда ты зарабатываешь деньги, у тебя ограниченный доход. Когда ты управляешь деньгами, у тебя растущий доход. Растущий доход хотите построить? Единственный способ построить растущий доход, этому надо научиться. Это быстро не происходит, но этого можно научить. Пожалуйста, спина ровно, правую руку поднимай, повтори за мной. Есть хорошая новость. Есть хорошая новость. Все, весело. Давайте, есть хорошая новость. Есть хорошая новость. Всему можно научиться. Всему можно научиться. Каждый может стать богатым. Каждый может стать богатым. Кто захочет. Кто хочет это научиться. Теперь следующая вещь, которая ваш мозг ограничивает. Ваш мозг ограничен нашим менталитетом. Нашим менталитетом вам сказать, что если Аллах не дал, не будет. Как будто кто-то звонил, Аллах спросил, ты давал Арману деньги или нет? Аллах сказал, я ему не дал. Откуда ты знаешь, что Аллах ему дал или не дал? Мы все понимаем, что Аллах каждому дает. Кто из нас себе считает, что вы действительно верующий человек? Кто из вас? Нет, за себя руку поднимите. Откуда знаете? Может быть, рядом с вами атеист сидит. Поднимите руку. Кто из вас себя считает верующим? Вы верите Аллаху? Вы верите Богу? Тогда почему не верите в Его щедрости? Почему не веришь в Его милости? Почему не веришь, что Он по отношению к тебе очень щедр? Почему тогда ты думаешь, что не каждый может стать богатым? Поднимите руки, кто умеет писать, читать. Выше поднимем, выше, выше.
Вы не умеете писать, читать, отправлю вас в школу тогда, пусть научите этому. Выше поднимите, выше, как говорят. Да, держите. Все смотрят. Нет, вот так не видно, вот так это видно, с комментами высокими. А глядите вокруг, держим. Повторяем за мной, все научились писать, читать. Все научились писать, читать. Научились. От рождения это не было. Значит, каждый может научиться. Стать тем, кем хочет. Может стать богатым. Если этого хочет научить. Вы видите, что все средние школы научились писать, читать? И точно так же можно любого человека, кто хочет научиться сохранить и управлять деньгами. Просто если до сегодняшний день у вас не было примера такого, вам кажется, что я не могу. Если у тебя не было рядом кто-то показал тебе кажется, что я не могу. Сколько раз каждой такие буквы вы делали? Вот эти буквы. Сколько раз каждому? 1 раз, 5 раз, 50 раз, 100 раз. Давид, который раз 5000 раз делал. Согласны? Средняя школа как научили нас писать, читать? Кому-то 1 раз показал, кому-то 2 раза, да кому-то 100 раз показал, кому-то 500 раз показал. И только все научились. То же самое практикуйте по отношению к управлению денег. У тебя не получается? Останавливайся, анализируй, снова начинай. У тебя не получается? Останавливай. Иди найди того, у кого хорошо получается. Учись у него, потом снова делай. Ведь в школе тебе учитель показал эти вещи. Ты же не сам догадал эти буквы. Сидел, догадал, это, наверное, Б. Сидел, догадал, это, наверное, Б. А почему в жизни пытаешься догадать, как стать богатым? Почему выбираешь самый трудный труд? Вот это я не понимаю людей. Они в жизни выбирают самый сложный путь. Вы будете когда-нибудь учиться, еще когда жизнь вообще не будет. Когда 10 раз больше проблем. Один парень из Хадамджая недалеко от вас, Кыргызстан. Это парень прилетел ко мне в Бишкек, учил на учебу. И сказал, я 14-15 лет делаю бизнес, и как-то не очень все хорошо идет. И мне тяжело, и так далее. Он рассказал, как у него море проблем. И он занимался в тот момент, он есть цветной металл, в Таджикистане, там оттуда он взял, продавал Китай. И, соответственно, это нормальные обороты. И потом у него были фуры, это там визита с Кыргызстана, это Таджикистан. Тогда было в Кыргызстане как раз заходил Газпром, было дешевле, в Таджикистане дороже. Он возил туда и продавал. У него было несколько фуров. Он сказал, я хочу учиться. Я сказал, классно, иди учись. И я ему сказал, сколько стоит платить на мою учебу, чтобы пойти учиться. Я ему сказал, он говорит, я хочу, чтобы вы были моим индивидуальным наставником. Я сказал, ты понимаешь, я миллионер. Знания миллионера дорого стоят. Мои индивидуальные обучения начинаются от $20 000 и выше. Я воспитал, вырастет $30 миллионера, понимаешь? Тебе надо платить за мое время. Я не могу свое время просто даром тебе потратить. Я не уличный там какой-то человек, который бездельничает, что сиди и давай чай попьем, посидим что. Тебе надо за это платить. Ему показалось, что это дорого. Он улетел. Через полгода возвращался ко мне и мне говорит, у меня, говорит, на 264 тысячи евро долги добавились. Через полгода он вернулся. И говорит, пожалуйста, возьмите меня на учебу. Я сказал, значит, ты нашел 264 тысячи, чтобы загнать себе в школу. А теперь иди гуляй там. Но тебе за учебу платить жалко. Дело не в том, что у тебя денег нет. Дело в том, что у тебя мозги нет, которые понимают этого. Ты просто хочешь и так игнорировать. Он уехал? Он начал учиться? Нет. Он уехал, через год вернулся, когда у него были долги больше $1 000 000. И теперь, я ему сказал, теперь учеба для тебя будет $50 000. А как вопрос, как вы думаете, он платил или нет? Он бегом пошел до школы. А почему? По-нормальному люди не понимают. Странно, да? Наш народ выбирает самый трудный путь, самый сложный путь.
через страдания, через потери, через долги, через сложности. Чем больше мучаются, тем больше весельем оказывается. Зачем так? Это же очень долго, это очень тяжело, это очень дорого. Очень дорого. Зачем? Если вы не будете учиться, вы продолжаете тратить деньги, вы продолжаете расходовать, вы продолжаете проценты платить банкам, вы продолжаете свои прекрасные молодые годы жизни потерять. Разве не так? Вот это очень важная вещь. Покажи мне несколько ребят, которые чего добились наших тренингов. Я покажу несколько людей, которые посещают наши тренинги, учатся, что добьются. Вот это парень. Он был строителем. Я его не знаю. В тот день он был на моем тренинге. Он подошел ко мне и сказал очень важную вещь. Он подошел и сказал, 3 года назад посещал ваш тренинг. Я зарабатывал $500 до $1000. Максимум это у меня было, вот мы работали, ездили в Россию, стройка работали, он в Бишкеке. Он сказал, мы ездили в Россию, работали, иногда $1000 зарабатывали, иногда 1500. Это был мой доход. 3 года назад попал на ваш тренинг. И вы говорили о том, как делать, как изменить и так далее. Я приехал домой, я больше прекрасно поехал в Россию. Я останавливался и начал построить свои бизнесы. Прочитал много ваших книг. Посещал много, несколько, минимум 10 раз побывал в ваших тренингах. Народ много, я уже не помню, как он был или не был. И он говорит, вот, я 10 раз почти был на ваших тренингах за это 3 года. Побывал 1 или 2 раза на ваших мастер-классах. И построил бизнес, который мне сейчас дает $8000 чисто прибыла. За 3 года. Кто меня понял? У меня к вам такой вопрос. Хотите научиться в районе 5 лет построить доход $10 000 ежемесячно? Кто хочет этому научиться? Завтра в тренинге я дам фундамент, как это делать. Я покажу, как это делать. Понимаете? Дело в том, что я почему спросил вас, кто из вас имеет 5-летний опыт работы, то есть 5 лет стаж работы. Поднимите руку, пожалуйста, кто имеет больше 5 лет стаж работы? А у кого из вас доход $10 000? 1 человек, 2, 3 человека, 4, 5, 6, 7, 8 человек. А почему? Ну, половина зала должна быть такой. Нам надо работать над этим. Чем больше будут таких, тем легче наше общество жить. Согласны? Вы будете это делать? Завтра об этом буду показывать. Почему? Смотрите, держите в себе в голову вот такую идею. Бейте себе в голову эту идею. Вам надо. Это очень важная философия. Когда мне было 20 лет или 15 лет, я мечтал быть богатым. 27 лет я стал финансово свободен. Потом банкротился, 29 лет. Когда потом 30 лет второй банкротство был, у меня было море долги. Я был в долгах 174 человека. Еще 4 банков. И по протяжении 2 года я мучился. За что я не взялся, у меня появлялись новые долги. Я пытался разные проекты вести, чтобы как-то зарабатывать. Но итог это не удалось. Долги увеличивались постоянно. Почему? Потому что когда вы попадете в долговую яму, за что вы не беретесь, и у вас не получается ничего. Они стали больше и больше, около $3 миллионов стали. Знаете, это очень тяжело, когда у вас нет дохода, долги вернут. Понимаете? Люди написали на меня заявление, люди читали мне мошенникам, потому что когда вы попадете в долга, люди не можете вернуть деньги, люди думают, что ты плохой человек, как будто ты хотел этого. Кто из вас утром встает, молится, и Аллах, сделай, чтобы у меня были долги. Кто из вас молится всю свою жизнь, что я так мечтаю быть неудачником? Ну, в реальности кто-то так делает, правда? Но это неизбежно. Если ты хочешь быть успешным, это неизбежно. Через это надо пройти. Это железа станет железа, когда пройдет через огонь. Золото станет золото, когда пройдет через огонь. Вам придется пройти это испытание, чтобы чего-то представлять о себе и кем-то стать. Люди хотят быть богатыми, но не хотят брать именно путь, который пройти через него. Если вы пройдете по ту сторону, вы станете другим человеком. Точно так же, как железа отсюда зайдет, в ту сторону другой видит. Точно так же и вы. И вам надо пройти этот путь, если вы хотите быть успешными. Люди хотят брать на себя, вот, хотят хорошей жизни, жить хорошо, как богатые, но не хотят
брать на себя проблемы жизни богатых людей. Через это надо пройти вам. У вас другого выхода нету. Потому что богатство – это ответственность. Отдается только тогда, как ты морально готов. Всевышний знает, кому сколько давать. Некоторым людям не дают, потому что он знает, что если у них будут деньги, они через голову других пройдут. Понимаете? Поэтому богатство, все хотят быть богатыми, но Аллах дает столько, сколько ты заслуживаешь. Ты станешь лучше, лучше появится в твоей жизни. Ты станешь еще лучше, лучше появляется в твоей жизни. Ты станешь еще лучше, лучше появляется в твоей жизни. Это закон такой. Вот. Внимание, обратите. Я вкладываю в философию жизнь своих учеников о том, что тебе надо до 30 лет, кому из вас еще нет 30, поднимите руки, тебе ниже 30. Вот. Бей себе в голову такую мысль. Пожалуйста, бей себе в голову эту идею, эту стратегию. Думай об этом каждый день до тех пор, пока это не станет реальностью в твоей жизни. Как к 30 годам построить доход, который тебя обеспечит более 10 000 долларов? Бей себе в голову это. Не думай, что в данный момент если нет ничего, не бойся. В данный момент даже дохода нет, работы нет, денег нет. Да, думай. Не думай об этом. Думай о том, как вам оказаться. А если вам выше 30, кому выше 30, поднимите руку. Вот с этого минута думайте о том, как за 5 лет построить себе доход более 10 000 долларов. Я завтра начну фундамент давать. Фундамент, она всегда не видна. Фундамент всегда ниже земли. Корень всегда дерева ниже земли. Так или нет? Но ты его не видишь. Но от него зависит все. Так? От него зависит все успех. Я завтра покажу стратегию, как это давать. Мне удалось разработать систему, которая при любом доходе, любой человек дойдет до финансовой стабильности. А потом, когда вы дойдете до финансовой стабильности, у вас появится шанс добиться финансовой свободы. Давай посмотрим. Вот, видите этих людей? Их очень много. Вот. Хорошие результаты. Доход 2 раза увеличился за 4 месяца. 2 раза. Доход увеличился сколько раз за полгода? 4 раза. Так? Доход от 500 долларов. 3 раза. За 3 месяца. Вот. И эта девушка пришла ко мне, у нее было море проблем. Когда ко мне подошла, ипотека, долги и так далее. Через 2 года, когда она подошла ко мне, у нее доход вырос на 420% за 2 года. Она больше миллиона денег уже почти зарабатывала. И вот так. Нету ни кредитов, ни долги. Это парень. Доход 1500 долларов. Через 1,5 года 25 000. 17 раз. Кто был в Ташкенте, когда этот парень встал и рассказывал? В Ташкенте вы были кто-нибудь? Вы были, да? Он сам стал об этом рассказывать. Я не знаю, это парня они видели. Я сказал, если это знали кто-то, кто побывал на моем тренинге. И этот парень руку поднимал. Он, по-моему, из Казахстана, я так понял. По-моему, так. И он руку поднимал, сказал, что я посещал ваш тренинг, и поехал в Нью-Йорк, и я разработаю, сейчас зарабатываю, делаю, и мой доход составляет столько-то. Как вы думаете, хорошая вещь? А если среди вас люди, которые когда-то посещали мои тренинги, или какие-то книги читали, или в Ютубе послушали меня, есть кто-то? О! А теперь, есть те, которые уроки не были, тренинги не были, только в Ютубе меня послушали. Держите руку, пожалуйста. Держите руку. Держите руку. Пожалуйста, у кого из вас какой-то результат пошел только от того, что в Ютубе посмотрели? Встаньте с места. Кто только в Ютубе меня посмотрел, он не был на моей тренинге, уже есть какой-то результат. Реальный результат. Только по Ютубе посмотрели, уже появился результат. Так? Какой-то результат появился. Стойте, я хочу спросить, какой результат у тебя? Просто чуть погромче говори только. Говори. Это очень важно. Себе разработал вот эту схему, которую 10 раз назад. Ты начал откладывать. Все, туда дальше дойдем. Что вы делали? Я в России 10 лет работал. И бросал, начал свой бизнес здесь.
Мошел, спасибо, все, супер, дальше. 10 лет дальше, значит, туда дайте. Вот парень сидел. Да. Ага. Микрофон держи. Я тоже раз не работал, но не хотел больше. Вы со мной встретили опасный человек, видите? Перестали работать. И потом перестал. Начали открывать свой бизнес. Отлично. Дайте, пожалуйста, туда. Это очень хорошая вещь. Будут ошибки, это нормально. Будут трудности, это нормально. Разве когда вы едете в России, ошибки и трудностей нету, что ли? Да там море трудностей. Согласны? Пожалуйста. Какой результат вы добились? Я научился накопить деньги. Отлично, очень хорошо. Вы начали открывать, значит, у вас. Я начала разрабатывать планы, составлять бизнес. Мошел, отлично, спасибо. У вас раньше был бизнес или теперь вы начали планировать? Раньше было, но у меня не получалось. Сейчас после вашего... Лучше получается. А если лучше получается, доход изменяется? Ну, пока еще не было. Хорошо, будет, иншалла будет. Пожалуйста. У меня проблема с девушками. Девушка? Да. Я что, бабник, что ли? Я не знаю, почему. Ну ты так сказал, у меня проблема с девушками. Я сразу думал, у тебя сколько девушек? Я понял, дорогой. Уже лучше стал? Молодец, спасибо. Спасибо, дорогой. Я же сказал, что ваш народ романтичный народ. Пожалуйста, микрофон передай, дорогой. Какие классные, а? Круто. Я тоже начал откладывать деньги и начал планировать свой бизнес. Мошу, капитал потихоньку накапливается. Молодец, дорогой. Передай туда, пожалуйста. Я начал читать проще. Еще раз. Я начал читать. Начал читать книги. Молодец. Все это начинается с успеха, проблем. Все это начинается. Передай, пожалуйста. Отлично. Что вы начали делать? Тоже начинал накопить деньги и развивать свой бизнес. Мошу. А до этого бизнеса не было? Было, но не YouTube. А сейчас лучше получается? Продолжайте слушать мои YouTube, все книги читайте, в YouTube слушайте. У вас пойдет лучше и лучше с каждым днем. Пожалуйста, передайте. Салам алейкум. Я не русский язычник. Говорите на узбекском. Говорите. На русском лучше. Хорошо. Я раньше в тренинге были разные. Ага. Почти. Потом, когда я вас слышал, у меня раньше полный пахал, да? Ага. Пахал до 2, до 3 каждый день. Ага. У меня свой бизнес. Ага. После вашего тренинга, когда я слушаю через YouTube или через диск, у меня там время, смогу сейчас в данное время каждый день читать и слушать. То есть на себя время нашли? Да, на себе время нашел. Я знаю, как зарабатывать, я не знаю, как управлять и сохранить. Может, родной. Бизнес – это без нас. Постоянно повтори себя об этом. Хорошо? Бизнес – это без нас. Пожалуйста, иди учись на моих годовых обучениях. Я это тебя научу. У тебя система должна появиться. Когда системы нету, когда мы сами зарабатываем, постоянно работаем, бизнес – это много ответственности и много работы. Морально, физически. Она истощает организм. А пока ты молодой, не чувствуешь. Но за 40, за 50 сразу потом чувствуешь. У тебя будут деньги, но жизни не будет потом. Поэтому пока энергия есть, надо настроить систему. Спасибо, дорогой. Пожалуйста. Ассаламу алейкум, я из Ташкента. Я тоже начал откладывать. Может. Потом у меня появилась уверенность. Это самое главное. Если уверенность есть, остальное будет все. Дальше. Спасибо. Передайте дальше. Добрый вечер. Я понял, что надо быть свободным, финансово свободным человеком. О, какой хороший парень. Спасибо за это. Спасибо. Дальше. Спасибо. Добрый вечер. У меня было много долгей, я почти платил, еще планировал свой бизнес. Может. Долги потихонечку закроете? Да, я уже закрыл. Уже закрыли. Молодец, супер. Правую руку поднимем, повторяем все, пожалуйста. Возвращай долги. Наши способности зарабатывать 10-кратно растут. Ребята, я хочу, чтобы вы знали, долги вернут очень выгодно. Возвращайте долги всегда. И чем быстрее вернете, тем вам легче будет.
Пожалуйста, говорите. 9 месяцев назад у меня была возможность, в руки попали деньги. Один мешок, только 1000. Ага. И эти деньги, если занесу домой, то точно уже где-то 20-30% потрачу сразу же, а остальное уже как бы в глаза не покажется, тоже потрачу. Ага. И в ютубе я видел, потом уже начал искать, куда же вложить, и в один инвестиционный проект вложил. Сейчас, правда, еще не до конца, но хороший, да? Уже как бы... Потихонечку доход дает. Да, доход дает, еще немножко, и уже как бы будет 100 на 100. Хорошо. Сколько я потратил, столько возьму, и уже все, Дай что Аллах. у меня есть, Хорошо. там осталось. Дай Аллах, хорошо. Спасибо. То есть вы начали управлять своими деньгами. Это очень хорошая вещь. Это надо делать всегда. Спасибо, дорогой. Здравствуйте, я из Ташкента. После прочитания стратегии мышления богатых и бедных людей я открыл свой свет, хотел бы лучше сделать. Молодец. Сейчас работает там 3 человека, без меня. Молодец. Потихонечку продолжай работу. Спасибо, дорогой. Пожалуйста, дальше. Отлично, очень хорошо. Здравствуйте. Читала книги, смотрела YouTube. На одном теперь бизнесе остановилась, а вот так. Ага. Раньше у вас было распыление, да? Ага. Сейчас фокусировалась на одном, что ли, поднимать. Молодец. Сейчас потихонечку вы начали фокусировать, что вы сказали. Правильно. Молодец. Очень хорошо. Спасибо. Пожалуйста, у вас. Здравствуйте. Я 5 месяцев назад видел интернет в Ютубе. Я съездил. Я бросал тяжелую работу, я приехал сюда, в Узбекистан, еще начинал свой бизнес, уже почти я начал, через 2 недели уже открыл аптеку. Молодец, молодец, видишь, как хорошо. Тяжелая работа, она ничего хорошего не приведет. Спасибо, дорогой. Пожалуйста. Ассаламу алейкум, наставник. Я из Таджикистана, из города Саравшана. Ага. Приехал с Красноярска 2 недели назад, и уже 1,5 года больше уже вижу ваши тренинги, это все. Уже на 2 недели я построил у себя на родине бизнес. Магазин открыли, и прямо сюда. Молодец, очень хорошо. Спасибо, дорогой. Молодец. Придет прекрасно. Очень хорошо. Красноярский край чем занимался? Работа, стройка работа. Больше не работает черная работа. Она того не стоит. Деньги, которые дадут на черную работу, она забирает жизнь. Она того не стоит. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Егора. Начала где-то месяц назад по Ютубу вас слушать постоянно. В первую очередь я начала правильно воспитывать своих детей. Начала с ним по-другому отношения изменились. Качество жизни изменилось. С семьей много чего изменилось. То же самое было с мужем. Начала как-то язык его понимать. Если честно, даже не понимала до этого. Да, я понял. Вы сколько лет были в семье? Сколько лет были муж и жена до этого? 18. 18 лет. Я не понимаю друг друга. Я понимаю вас. Я сейчас очень хорошо понимаю. Знаете почему? Потому что люди могут всю жизнь жить рядом друг друга и не узнавать друг друга. Это правда. Они люди живут, я консультирую очень много раз. Люди живут то ради детей, то ради махалла, неудобно, то ради родственники, кто-то там, да, вас тоже ай говорите? В общем, мне говорит, в общем, неудобно, он что скажет, что подумает, ой, все скажут, что ты плохой, все такое. И так, и живут рядом, 30 лет, 40 лет, так и не узнают друг друга вообще. Потом, когда у нас спустя 40 лет, 30 лет, думаешь, надо же прекрасно молодые годы ходят. Хорошо, что вы сейчас начали. То же самое и с братьями. Я, получается, не умела разговаривать
с мужчиной. Это я понимаю. Это... Ваша жизнь мужчина, это ваш стиль. Ваш язык их не понимаете. Отлично. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне после вашего прослушивания откладывание денег и самоуверенность очень выросла. Я уже планирую бизнес. Молодец. Вот накопили деньги, видишь, сохранять начал. А теперь начнем управлять. Когда начнем управлять, 10 раз доход растет. Вот то, что делает это парень, видишь? Да, уже я с этого откладывания на себя для образования потрачу. Хорошо, давай, дорогой. Пожалуйста, спасибо, что пришел. Это очень хорошо. Пожалуйста, меня зовут Хайридин. 3 года тому назад я был просто грузчиком. У меня доход был $50 в месяц. Но сейчас мы две компании, и у меня доход более $10 000. Машаллах. А как ты это нашел? Только из Ютуба. Я вам сказал, там... Да. Вспомни, да, молодец, молодец. Только YouTube столько помогло людям. Да. Спасибо, родной. Спасибо. Если вы будете в тренингах, послушать, а вы были на тренинг? А вы книжки почитали? У твоей мамы. Дай микрофон. Дай микрофон. Сейчас хочу, чтобы твоя мама послушала YouTube, делала что-то. Она слушала вас, и она немножко сопротивлялась, когда я занималась саморазвитием, и она сказала, что это просто трата денег и времени, а только 3 недели слушала вас, и моим братом отправила сюда, мы из Ташкента. И ты говорила, ну и идите с ним, поговорите сами. И вот... Это очень хорошо. Молодцы. Вы из Ташкента приехали? Да. Из кем приехали? Твой брат? Молодец. Очень хорошо. Она смотрит на саморазвитие с другой точки зрения. Это нормально. Спасибо. Это естественно, когда просто человек не столкнулся, человек ни разу не видит. Это естественная вещь. И всегда через это проходит в жизни. Жизнь стоит. Хотите что-то сказать? О, здесь хотите сказать? О, хочешь здесь сказать что-то? Давай, говори, что? Да, говори, дорогой. Сейчас дай микрофон. Сейчас, это микрофон должен быть мне. Давай ты их несу. Вау, у тебя майка. Ты вот конференция у нас? Молодец, дорогой. Говори. Здравствуйте всем. Я был в Сеуле, в июне. На микрофон. Международная конференция «Как сделать из $1 $1 миллион». До этого у меня было 2 бизнеса. После этого сразу через 1,5 месяца третий бизнес открыл. Мой продукт наш водный пруд называется. Машаллах. Это твой продукт? Хорошо. Молодец. Как продается? Хорошо? Вот это кто? Круто. Хорошо. Спасибо. Это хорошо. Это ассоциируется с в Узбекистане вообще ассоциируется с свежим воздухом, с чистой натуральной продукцией или с чем? Воды, это воды от воды Ферганской долины, правильно? Слово воды вот называют воды долины. Долины называют правильно? В Ферганской долине все называется воды, правильно? До этого в бизнесе тоже по YouTube смотрел, евро-заборы делаем. Тоже помогает. Вот это должно пойти хорошо. Но после конференции, вот эти, значит, может быть бизнес. Хорошо, молодец. Давай хлопаем. Молодец, дорогой. Спасибо. Вы понимаете мне, что богатый мир все-таки лучше? Да? Кто это осознает? Вот так. Сегодня идите домой, поговорите с своим братьям, сестрам. Кто чьей жизни для вас еще дорог? Возьмите их с собой. Приходите завтра на этот тренинг. Завтра 2 часа будут тренинги говорить. Вот вы водите машину? Машину водите? Если вы водите машину, там есть панель управления. Перед вами. Видите, какая панель? А вот эта панель управления помогает вам водить
машину, чтобы авария не попасть. Так? Теперь представьте на минуту, если его не было бы, тяжелее было бы, правда? Ну представьте, его нету. А вам надо отсюда поехать в Ташкент зимой. Вы не знаете там, на какую скорость едете, вы не знаете, бензина есть или нет. Это же очень опасно. Вы не знаете, там мотор кипит или вода или нет. А если его нету, и просто все, пожар, вода, мотор, все заклеится, и умрете. Правильно? А теперь внимание. Если у вас такой панель управления по поводу вашей деньги и по поводу вашей жизни в будущем, чтобы вы знали, если сейчас продолжаете так делать, как сейчас, что вас ожидает через 2-3 года? Есть у вас такой панель управления? А вы знаете, 99% людей нет таких вещей. Потому что никто нас этого не обучал. Я завтра буду обучать вас. У вас как вот панель управления машины бывает, скорость показывает, аккумулятор показывает, бензин показывает, температуру мотора показывает, то есть вода показывает, давление показывает. Также завтра здесь вы научитесь у нас. Именно система, которая показывает вам более 10 показателей. 11 показателей у вас появится. Вы узнаете, как достигнуть финансовой свободы. Вы узнаете, когда достигаете финансовой стабильности. Вы узнаете, какую вашу мечту можно реализовать. Вы поймете, когда избавиться от долгов. Вы узнаете, как 2 раза увеличить ваш доход. Вот это потом 1 раз если сделали, потом повторяйте много раз. Вы поймете, когда и за сколько купить вам то, что вам нужно в жизни. Если у вас появятся финансовые планы и много показателей, тогда вы не поддаетесь рекламу, тогда вы не поддаетесь то, что происходит вокруг вас. Ловили? А у кого из вас есть бизнесы? Традиционный бизнес, не сетевой маркетинг. Именно традиционный бизнес. Кафе, ресторан, производство и так далее. И так далее. Цехи, какие-то там строительные компании, что-то туристический бизнес. А вы завтра вечером постарайтесь попасть после тренинга. Завтра будет тренинг, после тренинга постарайтесь попасть на бизнес-служение. А вон там я дам вам возможность задавать свои вопросы, чтобы я вам помог поддерживать. Зачем я бизнес-служение организую? Бизнес-служение обещаю для того, чтобы 3 вещи было. Первый, час моей консультации люди платят $500. А малосредний бизнес, не всегда у них такие деньги есть. Понимаете, для кого-то из них это месячная зарплата одного сотрудника. А я так делаю, для того, чтобы просто поддерживать у кого есть малосредний бизнес. Второе, зачем я это делаю? Второе, потому что 90%, иногда как минимум 50% вопросы, они похожи. Один задал вопрос, и многие получают ответ. Может быть, сейчас это ему не надо, но через год он будет сталкиваться с этим. Также, может быть, через полгода он придет к этой проблеме. Заодно ты узнаешь больше. Третья вещь. Моя жизнь. У меня жизнь ограничена. У меня нет бессмертной жизни. Я не хочу тратить жизнь людям одна и та же раз объясняя. У тебя проблема персональная, у него проблема рекламы, у этого проблема денег не хватает у того. И я таким способом экономлю себе время. Жизнь экономлю. Я хочу большее количество людей делать добро за меньшее время. Поэтому я делаю иногда бизнес-ужин. Что я один ответ дам, и уже 50 человек поймет, что надо делать. Это позволяет за меньшее время потратить жизни, расходы жизни, соответственно, больше привести пользу этому миру. Это очень важный момент. Поэтому вот так. Если у вас есть бизнес, завтра вечером будьте на бизнес-ужине. Если у вас бизнеса нету, туда не идите. Договорились? Не надо пойти туда, потому что вы не поймете, о чем я буду говорить, или практиковать и так далее. Дай мне несколько еще результатов, как людям удалось, ролики, дай несколько, как им удалось доходы увеличивать и так далее. Давайте 2-3 человека послушаем, как им удалось изменить свой доход и так далее. Вот. Изменяя свой доход, да? Хорошо, покажи, пусть они сами говорят, да? Пусть сами говорят, а то мы ролик показываем, пусть они сами говорят.
50 тысяч тенге, а третий я хотел пробовать на достаточно, но тогда у меня не было 3000, не ошибаюсь, который, какой был тренинг арабского искусства. На тренинг. Я долгое время как бы сам практикую, что преподаю по образованию, помните социально. Но после этого тренинга я не знаю, что поменялось. Я постоянно смотрел вас в YouTube, долгое знакомство было с вами, вашей деятельностью, вашей жизни в целом. И что-то поменялось внутри, честно. На данный момент я сейчас в Нью-Йорке, и в то время, если у меня было где-то 1500 $, то сейчас не меньше $20 000 не зарабатываю, слава богу, каждый месяц. Я сидел купил билет и вот прилетел лично. В Америке у меня также преподавание, я вас очень часто цитирую. Вы говорили про карту, я видел, что вы часто рассказывали про лошадь, когда я получил $50 за эту минуту. Люди с огромной благодарностью, что когда я сюда приехал, я спросил все свои знакомые, вы знаете, здесь надо было увидеть человека, я не знаю, у вас, человек есть, то есть у вас даже люди, которые с вами прекрасно разговаривал, было, а что вы видите, кто-то в то время не сможет себе повторить, ну, есть, да, то есть, слава Богу, что не придет, сразу же, да, и это лично. Спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Иван, я из города Бишкек. Хочу поделиться своим достижением. Года 3 назад я работал на стройке. И так как работа была постоянная, у меня не было времени задумываться. Не было, я думал, будет как всегда, и будет так нормально, да? Я зарабатывал месяц 1000, 1,5 этого не хватало. И года 3 назад я остался без работы, месяца на 3. И тогда я понял, что если я не буду работать, то все, да? И начал думать, что делать. А потом жена начала ходить на сетевой маркетинг. И там, оказывается, тоже ходили сюда на тренинг. И ее взяли сюда. Она пришла домой после тренинга, была такая вдохновленная, давай пошли, тебе тоже надо обучаться. Ну и как все пессимистичные люди. Да, ну и лишь деньги надо. Первый раз не пошел. А потом на второй раз думаю, да ладно, мне как-то состояние было, без работы сидел. Думаю, пойду посмотрю, годный туда. Пришел, убедился, что я попал куда надо. И начал обучаться. Где-то после этого я научился, как вести семейный бюджет. В течение полугода накопил себе денежки и оставил стройку. Купил одно место. Магазин фиксированных цен, все по 50. Был контейнер 15 квадратов. И я там начал пробовать вот эти все моменты, вот эти методы, которые я тут начал учиться изучать. Я месяца 3 научился, чуть-чуть набрался опыта и открыл второе место. Это первое место, получается, я открыл в 2017 году, в декабре. Потом, после этого, в 2018 марте открыл второе место, тоже 15 квадратов. И вот так потом пошло, начал открывать. В 2018 открыл еще 3 места. И в этом году, в 2019 году, еще одно место открыл. В общем, получилось у меня 5 мест. Вот когда только открыл первое место, у меня был доход $500. Сейчас на данный момент 8-9 тысяч $. С помощью наставника у нас получается в общем улучшилось и в бизнесе, да еще сейчас, и в семье.
хочу всем посоветовать, приходите, учитесь, не пожалеете, берите знания и действуйте, надо делать обязательно. Поначалу плохого, но надо делать. Хороший результат? Их много у нас, их очень много, просто это здесь показано. Внимание. Начните, старайтесь, чтобы в вашем доме было даже 6 книг. У меня к вам такой вопрос. Вы знаете хотя бы одного человека, который о том, что книги читал, сожалеет? Вот сожалеет, что он стал умным. Очень жаль, зачем я стал умным. Вы хоть раз увидели такого? А вы миллион раз встречаете людей, которые говорят, что как хорошо, что прочитали эту книгу, она мне помогла, или в чем-то, или благодарна, правильно? Начните читать книги «Стратегия мышления богатых и бедных». Начните с него. Вот она, найдите его и почитайте. Она на узбекском тоже есть. Сейчас все мои книги перевели на узбекский. Скоро будут все они на продаже. И скоро вы уже запустили, скоро даже YouTube-канал на узбекском. Сейчас будут все мои YouTube-ролики переведены на узбекском даже. Скоро сейчас уже одобрено, они все будут и на узбекском. Потому что огромное количество людей в Узбекистане, которые не понимают на русском. Их больше, чем кто на русском понимает. Согласны? Вот, поэтому это для чего работают? Для того, чтобы помогать таким ребятам. Поэтому это очень важно. Начните с книги «Стратегия мышления богатых и бедных». Потом читайте книгу «Я и деньги». Книга «Я и деньги», дай Боже, по отдельности, да? Книга «Я и деньги». Можете вот такого формата прочитать. Вот на узбекском тоже есть. Вы найдете его. Хорошо? А на узбекском тоже должно быть тут. Это же на узбекском, правильно? Мельвапой. Вот. Найдите его, прочитайте, хоть на русском, хоть на узбекском. Следующая книга, после этого читайте книга «Что не знает женщина-мужчина». Вы в одиночке не можете быть успешными. В одиночке тяжело добиться чего-то большого. Это очень сильно вам помогает. Помогает вам наладить общий язык со всеми окружениями, с кем вы общаетесь, с кем вы работаете. И когда, знаете, что заметил? Каждый год в моей жизни я работал специально с нужными психологами. Знаете, это обычно люди думают, что это как будто это бесполезно, это не нужно. Но знаете, что я заметил после этого всего? Мой мозг освободил те, можно сказать, задержанные, неиспользованные творческие части сознания. Например, в машине, когда вы едете, если ручной тормоз тянет, машина не тянет. Как будто, или там, если пара свечей не горит, едет, но машина что-то не тянет. Бывает такое? Я поработал с наставниками, с этими, я избавил свое сознание и свое душевное состояние из этих боли, ревностные, именно из того, что меня таскали назад. И эти вещи изменили мое сознание. Я начал понимать те вещи, которые обычный человек не понимает. Я же теперь сравниваю иногда, когда с людьми сижу, общаюсь. Поэтому вы должны понять. Я заметил, что когда дело касается проблемы бизнеса и так далее, все хотят учиться, но когда дело касается взаимоотношений, все себя считают профессионалом. И я тоже так думал. Например, у меня было сильно развито страх критика. То есть, что подумают соседи, что скажут родственники и так далее. Я тоже женился с самого первого раз именно так, только потому, что мама сказала жениться на кого-то. Но как-то, вы знаете, жизнь такая штука, что либо вы живете с тем, с кем вы, вот так, либо вы живете с тем, кого вы любили, либо вам придется любить, кто рядом. Это надо уметь делать. Это огромная работа, огромный труд, работа над собой. Понимаете? Это если вы не работаете над собой, это не произойдет. А когда это не произойдет, ты себя чувствуешь реализованным человеком. Ты, знаете, как мотор машины не тянет, твое сознание не тянет. Например, кто из вас ревнивый человек, очень ревнивый? Давайте по-честному. А это вам не поможет в жизни, я хочу, чтобы вы знали. Она вам всегда будет мешать. Она вам реально,
Кто из вас иногда опаздывает, часто опаздывает? Давайте по-честному. Выше. А теперь, кто из вас часто иногда порой оправдывает себя? Ну, не получилось, потом сам себе оправдывает. Ну это ты видишь, ситуация была такая, конечно, ты мог по-другому. Вы себя оправдываете, но не изменяется даже результат. Согласны? А кто из вас иногда врет? Давайте по-честному только. Не бойтесь, я никому не скажу. Выше поднимите. Ну иногда не специально, как-то странно, ну только случайно как врешь, что он не понимает. Давайте честно, выше поднимите, не бойтесь, это нормально. Вы знаете, ребята, даже я знаю, что большая часть из вас врет, но просто стесняется руку поднимать. Давайте по-честному. Ведь это уже у вас комплекс неполноценности. Вы боитесь свои минусы. Вы боитесь, что если вдруг кто-то знакомый увидит, потом в дальнейшем думает, ты там тренинг давал, руку поднимаешь, что ты видел. И тебе не доверяют потом. Понимаете, на самом деле я хочу вам сказать так. Первый источник изменений в себе начнется с того момента, когда вы начнете признавать свои недостатки. Их надо признавать, их надо применять, их надо осознавать. Вот делая так, по чуть-чуть вы меняете свою жизнь. А кто из вас иногда чувствует, что вы проявляете жадность по отношению к себе и к жизни? Давайте честно. Иногда чрезмерно работаете, иногда вам кажется, что так быстро хотите все. Вам такое, честно, это выше поднимите руки. Ого. А вот кто из вас иногда прямо как горячий огонь, да, вот какой-то, что-то кто-то задевал, ты горишь, а потом успокоишься, зачем я так кричу? Зачем я горячился? Выше поднимите, я хочу видеть. Зачем я погрешился? Не надо было делать. Ну потому что после этого чуть-чуть остынешь, как-то задумаешься, зачем надо было это делать. Вообще можно было как-то по-другому пойти и так далее. Заметили, да? У меня все эти вещи были. Я до сих пор иногда горячусь. Но это огромная работа над собой, помогает вам развиваться. Так что работайте над собой. Вы знаете, я эти вещи не просто так говорю. Кто из вас постоянно себе обещал? Все, с понедельника начну это сделать. Все, хватит, что вот понедельник пойду в спортзал, понедельник начну учиться английский язык. Все, хватит. Начну откладывать деньги. Все. Всем докажу, что я вообще чемпион мирового уровня. Так? А потом это понедельник 10 лет прошел, не наступает. Или один понедельник будет, второй понедельник как-то почему-то из календаря исчез. Все понедельники стали вторым. Вы замечаете? Это все. Кто из вас иногда какие-то недостатки имеет? Иногда курит, иногда что-то чего-то. Давайте по-честному. Вот, хорошо. А почему вы курите, ребята? Вот странно, да? Вот смотрите, да? Вы идете кому-то деньги платите и говорите, ты знаешь, дорогой мой, мне надоела жизнь, я тебе деньги дам, убей меня. Я хочу видеть своих детей с родными. Я хочу свою жену видеть вдова. Вот вы это делаете сейчас. Возможно, вы не понимаете, что вы делаете, но в итоге при этом вы бьете. У меня был двоюродный брат, я ему постоянно говорю, пожалуйста, хватит курить. Он в день 2-3 пачки курит. И тот ушел от жизни 43 или 44 года. 4 прекрасных детей. Ни одного из них не замуж не успели отдать, не жили. 4 прекрасных детей, жена вдова. Вот к этому приведут ваши сигареты, ваши носовой. Ваши носовой рядом с вами сидит невозможно. Туалет вкусным пахнет. Я такой жесткий человек, чтобы вы не оправдали себя. Хватит оправдания. 2 минуты ваших удовольствия, неужели она стоит вашей человечности? Избавьтесь от этого все. А кто из вас иногда гуляет? Давайте по-честному. С девушками проблема у вас. Вот, я же вам сказал, что он бабник. Давай, вы не стесняйтесь. Хотите справиться? Это тяжелая, трудная вещь. Я хочу, чтобы вы знали. Работайте над собой. Я очень хочу, чтобы вы поняли. Не работайте, ничего не изменится в вашей жизни. Работайте над собой. Это очень важно. Понимаете? Вы возьмите себя в руку, идите работайте. Знаете как? Сделайте так, чтобы все ваши недостатки, которые сейчас вы видите в себе, через год их не было. Хотя бы уменьшилось. А в протяжении 3 года работая над собой, вы избавитесь потихонечку из них. Не преувеличивайте свои достижения. Я часто замечаю, что люди иногда любят, знаете,
как называется, хвалить себя, что ли, или что-то как-то такое. Какой-то, если даже заработать $100, он врет вначале, он не заработал там круто. Знаете, хвастаться любит кто-то. А кто-то, у кого бывает такое? Честно, поднимите руку. Иногда любит хвастаться всем. Давайте вот это. Не стесняйтесь, ребята, никто вам об этом не скажет. Если я вам не скажу, поверьте, никто не говорит вам. Но жизнь вам не простит эти вещи. Поэтому надо работать над собой. Работайте над собой. Правую руку поднимем, повторяем за мной. Неустанно. Руку поднимите, послушайте внимательно, не повторите. Внимательно послушаем. Правую руку поднимем, послушаем. Да, вы тоже правую. Последний, все поднимем, послушаем. Это для того, чтобы внимание было концентрация. Неустанно работай над собой до тех пор, пока не победишь самого сильного врага, самого себя. Неустанно работай над собой до тех пор, пока не разбудишь величайшего мастера самого себя. Ты должен работать над собой, чтобы тот талант, который Аллах давал, она начала работать, она начала раскрываться, она начала давать плоды, и она начала внутри тебя расти. И кроме тебя это никто не сделает. Сделай себе лучше, и жизнь твоя станет лучше. Сделай себя лучше, вокруг тебя мир станет лучше. И ты станешь очень полезным человеком для этого общества. Источник от себя начинается. Все изнутри начинается. Все изнутри. У вас есть кокон, пила есть кокон. Видите, это вот этот червяк изнутри должен вылезать, чтобы превращаться в бабочку. Так? Изнутри кокон должен вылезать. Понимаете, да? Яйцо, посмотрите, яйцо, курица, из яйца должен сам вылезать. Если снаружи вы содействуете, чтобы курица быстрее решила, он умрет. Изнутри яйцо курица должна сама вылезать. Понимаете, это сплёнок, изнутри должен сам вылезать. Только тогда эта курица или эта птица, она жизненноспособная. Жизнь находится изнутри снаружи. Это означает, что твое мастерство, она внутри тебя, оттуда вылезаешь наружу. Я заметил по себе, что каждый этап моей жизни я попадаю на новое яйцо. Из этого я вырастаю, из этого уровня, я попадаю на другой уровень. И там, как матрешка, другое яйцо. Начнут меня окружать люди другими образованиями, другими пониманием. Из этого я выливаю, влезаю, попадаю в другой, и опять другие люди. Опять такое. То есть на каждый этап моей жизни было много яйцо. И путь находится изнутри снаружи. Изнутри отказываешь от плохого, научишься хорошее, ты растешь. Отказываешь от плохого, научишься полезным, ты растешь. И это должен ты делать беспрерывно до последнего дня твоей жизни. Вот, дорогие мои, хотите быть богатым, приходите завтра на тренинг. Хорошо? Вот это очень важная вещь. Приходите, учитесь, иншаллах, столько людей, это помогли мои тренинги, и вам помогут. Вот, знаете, сейчас, когда вы пойдете домой, 3 вещи у вас в голове появятся. Стоит ли платить за это? Я хочу вам сказать, в вашей жизни что появляется? То, что вы платите. А вы знаете, что бедность дорого стоит? Кто понимает? Бедность стоит очень дороже, чем богатство. Почему? Потому что за бедность платишь судьба своих детей. За бедность платишь свое здоровье. За бедность платишь каждый год свои молодые годы. Так или нет? Вот эти ребята, которые сейчас сказали, что я просто работаю, приехал, начал бизнесом заниматься, они не понимают, о чем я говорю. Это парень сказал, 10 лет работал. Эти прекрасные свои годы жизни он никогда не вернет. Он 10 лет жизни оплатил за это. Я уверен, что он вернулся, у него не было $1 000 000. Я убежден, я это постоянно вижу. Вы чему-то все равно платите. Запомните, бедность стоит 100 раз
1000 раз дороже, чем богатство. Ошибки стоят намного дороже, чем знания. Так? Глупости, упущения, проблемы намного стоят дороже, чем знания. Когда вы отсюда пойдете, не надо вам посоветоваться с соседями, бабушками, теми, кто здесь не был. Потому что они меня не знают. Они не знают, о чем здесь я говорю. Они вам дадут советы, которые, наоборот, кашут вас назад. У меня есть единственный брат. Единственный брат. У нас обычно как говорят, советуешься с кем? Старшим. Я 3 раза с ним советовался. Первый раз советовался с ним. У меня была 5-комнатная квартира в Душанбе. Он настаивал, чтобы я его продал. Я продал его на $1300. Сейчас такой квартиры вам за 100 000 не дадут. Это первый был его совет. Второй совет. Мне давали, я хотел построить свою школу. Администрация города Хужанка мне сказала: Давлатов, вы хороший парень, иди вон там, бери 10 гектаров, я тебе дам. Вот выше этого микрорайона. Поверь мне, наступит день, когда нам больше ничего не останется. Я пришел, брату сказал, администрация города мне 3 места предлагала. Вот одно из самых хороших мест, которое мэр города говорил, вот это, даже он мне сказал: Давлатов, однажды вы потом мне поймете, идите, заберите его. Я пришел с братом посоветоваться. Это было в 2006 году. Я сказал: вот так, я хочу, чтобы вот это есть брат. Вот что вы советуете? Мой брат мне $1000 нашел, чтобы я не делал этого. Я отказался от этого. Год назад, когда был в Уджане, один парень подошел ко мне и попросил, чтобы я инвестировал в его проект. И я говорю: тебе что за проект? Он говорит: я хочу коттеджный городок построить и так далее. И он открывает мне бизнес-план именно в этой территории, где мою землю не давали. Я спрашиваю, сколько стоит, он разделил участок на 6 соток, каждый 6 соток. Я спрашиваю, сколько стоит 6 соток? И он мне говорит, 6 соток стоит $30-35 000. И зависит от того, если ближе к дороге, 35 000, если чуть дальше, 30 000. 6 соток. Я сидел, думал, совет моего брата, несколько $1 миллион потери. Так или нет? Сейчас вы тоже пойдете, с такими будете посоветоваться, правда? Я знаю, вы так и делаете сейчас. Вы сейчас пойдете домой и так и делаете. Потому что у вас в крови до костей это сидит. Когда у вас дети болеют, вы везете его к соседям, к родственникам, чтобы оперировали, или вы идете к врачу, чтобы он операцию делал? К врачу? По крайней мере, специалисту водят, правда? Почему, когда дело касается деньга, будете советовать с теми, кто не понимает о них? Это похоже, что своего ребенка взял, отвез тому, кто вообще не понимает врачебные дела, оперируй моего ребенка. Я тебе доверяю. Ты мой сосед. Вот так и выглядит. Поэтому, пожалуйста, сейчас, когда вы пойдете домой, у вас будет море таких бедных мишлений. Ваши прошлые будут распускать вас назад. Идите завтра на тренинг. Измените свою жизнь. Когда вы учитесь тренинга, это ускорит процесс вашего развития. Ускорит. Экономит вам кучу времени. Я желаю вам успехов. До новых встреч. Продолжение 5 часов идет занятие. 6-7 часов заканчиваем. 18:00. Вот 14:00 начинается. 5 часов. Нет, вот там 6. Напротив.